Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Яна Бабаева. Каждая женщина – загадка, она прекрасная, разносторонняя, невероятно сильная духом и стойкая. Во все времена поклонялись и преклонялись милым леди. А многие поэты и философы составляли о них великолепные цитаты. И с нашей сегодняшней гостьей, стильным блогером, организатором мероприятий, наставником для женщин и экспертом по личному бренду Викторией Крио-Чунас мы поговорим о том, как сохранить и приумножить в себе женственность, а также обсудим возможные способы для самопознания и развития. Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, Яна. Добрый вечер, дорогие гости. Давайте нашу программу начнем с вопроса о том, какой вы видите современную женщину. Вот что изменилось за последние даже 10-20 лет, и вот какая она, современная женщина? Современная женщина однозначно, она стильная, наполненная, уверенная. Женщина, которая любит себя, ценит. В первую очередь женщина выбирает себя для того, чтобы реализовываться в этом мире, да? Познавать, учиться и учить других. Поэтому сейчас очень актуально стало, что женщины являются наставниками. И это правильная позиция, так как женская энергия, вы сами знаете, она очень мощная, и ее действительно нужно направлять в нужное русло. Поэтому женщины сейчас однозначно очень самодостаточные. Угу. Вот сегодня женщины сами выдвигают себе очень высокие требования, то есть они хотят успевать все, доводить все до конца, до идеала даже порой. Вот думаю, что здесь эта история с нами в какой-то степени играет злую шутку, но при этом и мотивирует. То есть вот у нас есть социальные сети, женщины там выглядят великолепно, никто практически никогда не выкладывает плохие фотографии. Да. И ты вот на них смотришь и думаешь, вот я сегодня не успела собраться красиво, накраситься, а она вот, не знаю, у нее там 3 детей, она бегает вот такая легкая, красивая, счастливая. Как не зацикливаться на проблемах собственных, глядя на таких успешных женщин, как мотивироваться? Для меня, наоборот, такие женщины являются примером. И сейчас я тоже для многих стала примером, потому что мне нравится планировать, и женщины, которые мотивируют, они просто, это для них просто уже образ жизни. То есть нет такого, что нужно как-то к этому подготавливаться. Они уже сами понимают, что для них это удобно, для них это современно. Они более активные стали, более понимающие, что их ожидает, то есть такие нестареющие, да, активные. Все на спорте. Хожу в спортзал, там все женщины занимаются. Такое большое количество и с удовольствием. И нет такого, что кто-то устает. То есть в моих соцсетях, да, тоже все женщины активные, и мы как-то друг друга вдохновляем. И мне нравится, что женщина стала транслировать свой образ жизни, мотивируя тем самым остальных становиться лучше. То есть не копировать, а то есть каждый выбирает для себя какой-то свой икигай, где он развивается, да, поэтому именно женщина, она вдохновляет женщину. Я считаю, что женщина наряжается в первую очередь для себя и, конечно же, для женщины. То есть мужчина не в счет. Мужчина в счет, но это не самое главное. То есть все-таки женщина хочет быть под стать обществу, да, и наоборот, это здорово, что есть к чему стремиться, по моему мнению, да. Поэтому не обязательно гнаться, стиль у каждого свой. Самое главное, чтобы было комфортно, у каждого свой темп, но тем не менее очень здорово, что как раз-таки соцсети транслируют этот успех успешный. Вот поэтому это мотивирует женщин, по моему мнению. То есть получается, что женщины, которые у нас есть в социальных сетях, мы на них смотрим, которые прям реально успешные, то есть это не картинка, то есть это стиль жизни, и к этому нужно просто прийти. Правильно, если подытожить? Я так думаю, что в большинстве случаев все-таки да. Я с такими женщинами общаюсь, и я наблюдаю тенденцию того, что женщины перестали обманывать, там, куча масок накладывать на себя, да, все-таки вот какая есть. Когда ты максимально честный, мне кажется, вот тогда ты и реализуешься. Тогда все будет классно. Тогда все будет классно. Главное по своему состоянию это делать, не гнаться никуда. Вот, а как вы считаете, что в женщине важнее все-таки, красота или харизма? Вот у меня есть свое собственное мнение на этот счет. Когда я училась в школе, у меня у одноклассника была сестра старшая, которую я видела, но никогда с ней не общалась. Она была такая худенькая, прям вообще совсем тоненькая-тоненькая. Казалось, что вот ветром ее сдует. Но при этом, никогда не общались, не виделись особо. И прошло, я не знаю, лет, наверное, 5 после выпуска со школы, мы встретились с одноклассниками. И получилось так, что пришли на день рождения как раз вот к этой сестре. Я ее увидела совсем другой, в том плане, что выглядела она примерно так же, как в школе, но энергетически, когда мы начали с ней разговаривать, когда она пошла танцевать со своим молодым человеком на тот момент, сейчас уже мужем, она раскрылась, она была просто вообще
супер красивая. Она вот буквально из этого, грубо говоря, гадкого утенка превратилась вообще в цветок настоящий. Я ей так восхищалась. И сейчас, вот, ну, с того момента, я, грубо говоря, начиная, людей не могу судить по внешности. То есть мне всегда с ними хочется поговорить, узнать, потому что это совершенно две как будто большие разницы. Вот как вы считаете, насколько такие истории могут быть и часто случаться? И вот хотела бы узнать ваше мнение на этот счет. У нас есть такое женское сообщество, и там тоже была актуальная тема по поводу харизмы. Все-таки харизма это приобретенная или врожденная, да? Я считаю, что харизма есть абсолютно у всех, просто нужно понять, чем она может быть развиваться, да? Харизма очень важна, это как внутренняя искра, как огонек, да? Я тоже не являюсь эталоном женской красоты, у меня свое понятие вообще красоты, да? Это вот то, что внутри, как ты себя чувствуешь, как ты эмоционально себя ведешь, это вот и есть проявление, да? Поэтому для меня очень важно, чтобы у человека была харизма, чтобы он проявлялся сам по себе. То есть и мне нравится как наставника раскрывать это. Поэтому история эта замечательная, прекрасная. В моем случае была обратная история. Я всегда была такой крупненькой и тихой, но всегда мне все говорили, что в тебе есть харизма. И вот эти слова мне очень помогли во взрослой жизни, когда я осознала, что она во мне есть, я стала ее развивать, не стремясь к каким-то эталонам красоты. То есть у меня свое видение. Поэтому я считаю, что харизма — это и есть красота, на самом деле. Ну, очень часто говорят, что женщина должна быть цветущей, ухоженной и в целом, скажем так, великолепной. Конечно, мы к этому все стремимся, но как соответствовать ожиданиям, когда вот порой не хватает сил, то есть с работы уставший приходишь, не знаю, какие-то, может быть, проблемы со здоровьем, как-то не очень. Вот как соответствовать ожиданиям или не стоит вообще на себя накладывать какие-то обязательства серьезные в этом плане? Вот как вы думаете? Ну, так как сегодня мы достаточно искренне разговариваем на предмет, как комфортно женщине, я считаю, что каждый человек должен жить в своем ритме. То есть если сейчас у него период, когда он проживает там сложности либо усталость, ему нужно прожить это. То есть если у него вызывает какое-то раздражение, что кто-то живет проще и легче, он просто на самом деле к этому образу стремится. Но пока на данном этапе, когда маленькие дети, у меня у всех подруг маленькие дети, они всегда говорят: я ничего не успеваю. Я говорю: проживи этот момент, дети вырастут, и ты не ощутишь этого, да? Поэтому очень важно находить себя в этой ситуации. То есть не, как сказать, не пытаться там, не выспавшись, просто нарядиться, да, а как-то, может быть, немножко распланировать, да, понимание. Ну, вообще, когда возникают вопросы, что со мной что-то не так, значит, уже внутренняя потребность как-то развиваться. И вот нужно просто для себя понять и поймать такой как бы свое предназначение, что хочется делать, в каком формате хочется делать. Но лучше ни к чему не бежать, не стремиться. Потом, возможно, просто депрессия будет. Вот лучше прожить этот период, да, когда даже бывает, что не можешь на себя в зеркало смотреть, это нормально. Нужно найти, окружить себя такими людьми, которые тебе помогут и подскажут. Там, пойдем туда, давай вот так, да, или там с детками посидят, ну, неважно, да. Поэтому я считаю, что нужно проживать, все-таки оставаться с самой собой. Нужна помощь, обратиться к специалисту, да. Если так комфортно, прожить эти эмоции обязательно нужно, не гасить в себе. Вот такая, какая хочу, такая и живу, да. Поэтому я так считаю. Ну, с философскими вопросами вроде как мы с вами разобрались. Давайте перейдем к вопросам насущным. Очень хочу поговорить с вами о стиле. То есть вы человек очень стильный, очень активный. Вот что такое вообще стиль? Что это за зверь такой? Как его себе выработать? Или он есть врожденный? Или, может быть, он должен быть приобретенный? Как вот соответствовать тенденциям и себя, и окружающих не перегружать этим стилем? Вообще я очень благодарна, Яна, за оценку моего стиля. Да? Я всегда говорю, мой стиль на любителя. Нужен ли стиль каждому? Я считаю, что он есть у каждого. Просто это стиль комфортный для каждого человека в отдельности. Да? Стиль — это правда зверь, это магия. То есть стиль как образ жизни — это значит то, как ты проживаешь, там, то, как ты стол накрываешь, то, как ты ходишь на любые мероприятия. Стиль — это не просто одежда, это образ жизни, это состояние, это эмоции, это желание, это энергия. Вот. Поэтому очень здорово, когда люди обращаются к наставникам по стилю, которые могут им просто философию стиля рассказать. То есть какие-то полезные литературы дают, да, какие-то фильмы полезные. Но стиль —
это сильное оружие. То есть я сейчас являюсь амбассадором крупных брендов, мне даже порой не надо говорить, мой стиль сам за себя говорит. Это важно. То есть для достижения каких-то целей, для коммуникации, для воздействия стиль очень важен. Но я желаю всем обрести свой личный стиль, собственный. Ну вот если человек хочет быть стильным, но жизнь его, вот как меня, например, с двумя маленькими детьми, заставляет чаще, например, вот я бы с удовольствием надела платье с туфлями на каблуках, но я понимаю, что это будет вообще провальная история. Мне проще надеть спортивный костюм, кроссовки, куртку накинуть и побежать за погодками своими. Вот как мне быть? То есть я хочу выглядеть стильно, но не могу, скажем так, себе это позволить в силу определенных причин. Но стиль — это не каблуки, стиль — это не дискомфортная одежда. Я говорю, стиль — это про то, насколько тебе динамично, насколько ты сливаешься с самим собой. Да? Стиль — это отражение, это эмоции. Поэтому я считаю, что за погодками на каблуках не надо бежать. Это нервы, это стресс, это вот такая усталость, прибежала вся спотела. Нужно вот в своем... Лучше тогда выбрать какой-то, например, цвет. Красивый, который подчеркивает красивые глаза, красивые волосы, шикарная фигура, да. То есть не стремиться, там какая-то мамочка, условно говоря, может ходить на каблуках, ей доставлять удовольствие, это нормально. Но на данный момент удобно так. Поэтому лучше, Яна, честно, не гнаться. Это будет смотреться как-то несуразно. Такая вся прибежала, лишь бы кому-то показать. Это женщина, которая хочет показать другой женщине, что она вот такая вот вся деловая, все успевает. Да? На самом деле считываются эмоции. Вот если вам комфортно, просто подобрать для себя, так скажем, классные фактуры, да, которые будут зрительно удлинять, например, классные образы, чтобы вы понимали, вот это сегодня, вот это завтра, вот скорее вот это нужно. То есть это все-таки, наверное, консультация со стилистом, да. А все остальное можно шикарно выглядеть в чем угодно. Вот я сегодня в простом. Главное была бы энергия. Главное это состояние, да, главное желание выглядеть хорошо и не обязательно на каблуках. Но вот стильно выглядеть — это про деньги, это дорого, или все же можно выглядеть прям достойно, хорошо, выбирая недорогие вещи? Однозначно, точно могу сказать, экспериментируя и с дорогим стилем, такой, да, у меня был, и сейчас я в наших магазинах здесь одеваюсь, да, и иногда рассказываю, где это я приобретаю. Однозначно, точно могу сказать, что стиль — это не про обязательно про дорого, это все-таки про чувство вкуса, знаете, как... Ну, это, конечно же, все равно ткани, да, потому что это считывается сразу. Но это не обязательно дорого. Это по средствам. Не надо никуда гнаться. Все куда-то торопятся. Тренд увидели, мода. Мода и стиль — это про разное. Да? Все-таки лучше оставаться стильным. Можно что-то из таких вот модных показов для себя выделять. Да? Например, цвет. Да? Цвет, фактура. Ага. То есть насмотренность важна. Но гнаться — это смотрится очень смешно. Особенно, когда все в одном месте, и вот это вот все одинаковое, это уже... никак не, как сказать, не выделяет, да? А лучше все-таки поймать для себя какой-то вот клетка, полоска, цвет и вот поиграть с этим. Вот так. Вот а как правильно сочетать вещи и сколько их должно быть в базовом гардеробе? Вот давайте расскажем нашим телезрителям об этом. Я сегодня все-таки как стилист. Да, немножко мы вас попытаем по немножко этому я как вопросу. стилист. Я сама очень люблю тему базового гардероба. Это то, что мы носим ежедневно. То есть если брать мой базовый гардероб, это, конечно же, жакеты, все, что связано с верхней одеждой, а там уже просто футболки, брюки, джинсы, вот так. Это подбирается с учетом все-таки образа жизни. Кем вы работаете, чем вы занимаетесь, насколько активный образ жизни, дети, это все обязательно изучается, потому что просто так тяп-ляп каждому, это не есть хорошо, да? Поэтому здесь скорее это психология. Базовый гардероб — это психология, это делается достаточно долго, тщательно, но потом вам абсолютно легко. То есть я собираю свою капсулу буквально 5 минут. Ну, то есть у меня висят украшения, да, у меня все это висит аккуратненько. Тут надо понять, какой у вас... Если вы на телевидении, конечно, у вас должны быть какие-то там жакеты, пиджаки, брюки, платья, юбки, такое актуальное. А да? если офисный работник? Офисный работник, опять же, зависит от офиса, от дресс-кода, да? Ну, нет, например, какого-то прям четкого дресс-кода, просто нужно приходить в офис, ну, скажем так, симпатичным, нарядненьким. Симпатичным, нарядненьким в офис. Но здесь нужно смотреть по типу фигуры все-таки. И все-таки, наверное, этику компании. Ну, то есть это цвет, и вот из этого исходит. То есть, скорее всего, это какая-то корпоративная должна присутствовать этика хотя бы на цвет.
А все остальное, ну, в чем удобно. Кто-то не любит, когда вот здесь, когда садится, мнется, поэтому он выбирает для себя брюки. На самом деле, когда я хожу в разные компании, смотрю на людей, я сама занималась дресс-кодом, да, я смотрю на их образ жизни. Вот тогда классно, вот тогда считывается. Когда есть единая форма, но она неудобная, такая тоже была ситуация у меня с компанией, мы подобрали, но она неудобная. Мы пересмотрели все-таки, чтобы было удобно. Потому что когда человек сидит в одежде, которая его стесняет, он не думает о работе, он думает, мне неудобно, жмет, тут вот это, да, места. Мгм. Здесь все-таки мы рассматриваем больше какая компания, как удобнее будет. Мгм. Мгм. Вот мы с вами живем в Якутии, где очень суровые условия Ну да. погодные. Да, они нам диктуют свои веяния моды. Это я сейчас о теплых колготках вам говорю, о ватниках. Вот Мгм. можно как-то эти моменты обыгрывать? То есть без этого никак? То есть мы не можем пойти в капроновых колготках, но при этом хотим выглядеть стильно. Что делать? У меня была такая проблема, потому что я приехала с другого города, и когда стал вопрос о том, что мне нужно вот этого все черное, для меня был стресс, потому что я люблю яркую одежду, да. И я наблюдала людьми, которые начинают заниматься каким-то творчеством. То есть где-то пришивать стразы, где-то камни, то есть обыгрывается это по настроению. И в Якутске, в Якутии, в нашей шикарной, где столько бисера и столько камней, на самом деле можно делать какие-то собственные штучки, да, украшения, украшать себя. И выглядеть красиво в Якутии обязательно можно, потому что есть большое количество магазинов, которые все-таки учитывают наши погодные условия и стараются как-то подбирать. Другое дело, ну здесь тоже надо со стилистом поработать, я так думаю, потому что зимой так можно себя слишком перенарядить, да? А вот какие-то яркие головные уборы, яркие варежки, шарфики, Акценты, аксессуары, да? акценты. То есть может быть какая-то черная куртка, действительно, потому что кто-то на автобусе ездит, там еще что-то. Да? Сейчас грязь начинается, понятно, что это более темная одежда, да? Но какие-то яркие акценты, они обязательно должны присутствовать. Очки, опять же, акцентные, да, там украшения. То есть можно абсолютно обычно взять пальто, там, шубу, пуховик и это обыграть. Даже на пуховик сейчас носят броши, поэтому здесь сейчас нет такого, что пуховик у нас черный, и он все, как бы, да. Здесь уже зависит от настроения человека. Если ему зима кажется мрачной, он там весь в черном будет, да, условно говоря. Ну вот, а что нам дарит все-таки якутский колорит? У нас есть наши прекрасные украшения, они очень стильные, порой как бы ну, дизайнеры их обыгрывают. Вот как их использовать в повседневном гардеробе? Якутские украшения, я считаю, это вообще магия. У меня у самой есть якутские украшения. Я не ношу бриллианты, мне нравятся именно якутские узоры. Их обыгрывать, это, знаете, как я тем самым тоже поднимаю такой наш единый дух. Я ношу серьги, у меня есть шикарные серьги. То есть обязательно нужно обыгрывать в любое время года. Сейчас вообще стали делать, и вообще очень много магазинов с якутскими такими орнаментами, да, поэтому это, знаете, для женщины как гордость. Вот для меня как бы это гордость, поэтому здесь не нужно себя отказывать ни в чем. То есть обычные джинсы светлые, там белая футболка, и можно абсолютно какой-то холодай. Я ношу так холодай, да, серьги. То есть это опять же тоже про желание как-то проявляться, но сейчас, что здорово, вот спустя вот этих 10 лет, когда раньше люди стеснялись только по праздникам, сейчас уже можно это транслировать в каждый день. Поэтому все равно женщины смотрят на женщин, где-то чем-то вдохновляются и все-таки носят. Но наши узоры — это магические узоры, я вам точно скажу. Ну, раз мы про украшения начали говорить, не могу не спросить про аксессуары. Они у вас очень красивые, интересные. Как подбирать аксессуары? Мне кажется, это просто какая-то отдельная наука, очень сложная, которую постичь порой вообще нереально. Ну да, тема аксессуаров для меня тоже была такой загадкой. И расскажу небольшую историю. В детстве не было возможности у родителям покупать, да. Ну, все жили в одно время, как бы, да. И я мечтала как-то выделяться. Поэтому во взрослой жизни я начала сама создавать украшения. То есть вот здесь это то, что я сама создаю, да. Как украшения влияют на образ, можно абсолютно точно купить простую одежду, нейтральную. В украшениях
есть определенная магия. Вот как я говорила про якутские узоры, это состояние. Чтобы не запутаться, тяп-ляп, лучше насмотренность. То есть Мгм. есть Pinterest, можно посмотреть, это никто не стесняется, смотреть показы. И сейчас очень многие блогеры выставляют себя в украшениях, и можно считывать. Я так тоже делала. Ну, то есть для Сейчас у меня начала насмотренность. посмотреть и подобрать Насмотренность, похожее, да. да? Посмотреть, что именно для меня, то есть Мгм. под мой гардероб. Когда вы работаете со стилистом, он тоже четко отсматривает, куда что лучше. Да? Ну вот сейчас актуальный жемчуг. С жемчугом невозможно переборщить. Чем больше, тем лучше. Да? Если вот, допустим, как я, 46 размера, мне нравится крупный жемчуг, мне нравится он необычных форм. Да? Здесь уже каждый выбирает. Но сейчас аксессуаров и украшений в количестве хорошем, поэтому здесь просто нужно насмотренность иметь. Мгм. Хочу Мгм. спросить вас про винтаж, винтажные Мгм. наряды. Вот сейчас это очень модно, насколько я знаю, но тоже очень такой сложный вопрос, как вот не переборщить и не превратить молодую девушку, скажем, в бабушку из, не знаю, Мгм. 20-х годов. Мгм. Такие случаи я замечала, когда люди перебарщивают, и это Мгм. смотрится тяжеловато. Это не смотрится несуразно. Я бываю на большом количестве показов, тем более в Москве. Как не переборщить? Но здесь нужно чувствовать. Здесь должно быть что-то одно акцентное. То есть если винтажное акцентное платье, должна быть современная обувь, либо современные украшения, там какая-то современная сумка. Если мы хотим наоборот, ну то есть в одном образе достаточно один-два винтажа. Этого достаточно. Либо какой-то головной убор, либо это какое-то платье. То есть больше уже будет смотреться как будто бы все подряд. Мгм. Да? И чем как бы лаконичнее смотрится, то есть если у нас винтажное платье, у нас должно быть все однотонное остальное, чтобы все-таки винтаж он шел вперед, да. И опять же, одежда, она не должна выделяться, она должна сливаться с человеком, чтобы было интересно его разглядывать, чтобы вам самой хотелось собой наслаждаться, она не должна кричать. Посмотрите на меня, я Мгм. такая, да. Она должна как бы с вами быть в друзьях, да, компаньоном. Поэтому с винтажом надо быть, ну, поосторожнее, да, я Мгм. считаю. Услуги стилиста это всегда очень нужно, Мгм. важно. И как понять, что вот тебе стилист необходим? Или стилиста нужно брать на какое-то мероприятие? Вот у меня, например, там, не знаю, большая важная встреча. Мгм. Я беру стилиста. Или я должна понять, что вот мне нужны услуги стилиста, потому что я сама не могу разобраться со своим Мгм. гардеробом, и я чувствую, что вот что-то не так, и мне вот нужна помощь. Вот где эта тонкая грань? Мгм. Или всем нужно обязательно, ну, вот прийти к стилисту? А, Честно говоря, я думаю, что это по запросу. Вот если у вас возникает запрос какое-то мероприятие, и Мгм. как вы хотите, чтобы на вас смотрели, как вы хотите себя ощущать, конечно, можно посоветоваться со стилистом, да. Если вы ощущаете, что вам не хватает это в повседневном образе жизни, тогда тоже нужно к стилисту. Просто это все, вот какой у вас есть запрос, вот Мгм. тогда стилист. Стилист, мне кажется, просто так в жизни человека не появляется. Он появляется только по запросу. Я всегда говорю своим подругам, они достаточно стильные, но у них такой определенный стиль, да, свой. Я говорю, вам достаточно иметь одну подругу, которая все-таки, ну, как бы со стилем. То есть обязывать себя, что постоянно. Нет, нужно просто максимально провести комфортную встречу, задать максимальное количество вопросов, все-таки выявить для себя базовый гардероб, и тогда прямо каждый раз обращаться к стилисту. Но если вы хотите произвести впечатление «вау», Мгм. тогда, конечно, можно. А если вы уже знаете свой базовый гардероб, вы уже знаете, что вам подходит, тогда, ну, это все на усмотрение каждого, по запросу, все по запросу. Мгм. Вот мы с вами поговорили про стиль, Мгм. вот. Но стиль, мне кажется, и вообще, в принципе, человек, который себя презентует, куда-то выходит, он должен выглядеть не только модно, но еще и в целом хорошо. То есть он Мгм. должен быть хорошо одет, у него должна быть прическа, не Мгм. знаю, подобранные аксессуары. Как все это сочетать вместе и с чего начать? Вот где вот взять эти силы, вдохновение на то, чтобы быть прям целостной вот такой вот картинкой? Мгм. Ну, это такой, знаете, разговор с самим собой. Какое впечатление я хочу произвести на Мгм. себя, какое впечатление я хочу произвести на окружающих, да. И здесь начинается сначала работа с самим собой, конечно. Мгм. Для начала это должно быть все опрятно, чисто. Это должно быть подходить по размеру обязательно, да, а не так, как у моей подружки, там 44, она все в обтяжку, и я такая тоже, да. Нужно все-таки немножечко понимать свой тип фигуры, да, ни к чему там, как сказать, когда ты хочешь произвести какое-то впечатление, нужно обязательно
чувствовать, что тебе хочется. Я тоже сегодня собиралась, а с утра у меня был один образ. В Я голове потом или уже? в голове, и я тоже сегодня была на обзоре, такая думаю, вот оно, да. А когда уже пришла, мне захотелось вот так. Так я себя чувствую комфортнее. Это все должно быть как-то по договоренности с самим собой. То, как ты хочешь произвести впечатление. В первую очередь на себя Мгм. обязательно с самим собой разговаривать. И это выстраивается не сразу. Это сначала и ошибки у меня были. Я смотрела на себя, у меня были разные мероприятия, смотрела на себя и думаю, вот это да, нарядилась, так нарядилась, да. Но это тоже важно прожить. Тогда это вызывало впечатление супер-вау. Сейчас для меня это кажется немножко диким, но все как бы меняется, да. Поэтому сейчас я смотрю на себя, мне так комфортно, мне комфортно с вами сидеть, мне комфортно. Я, допустим, человек активный, жестикулирую, поэтому мне важно, чтобы мне было комфортно. И вот так выбирается по настроению. Но самая магия в стиле — это что все считывается по человеку. То есть если даже вы об этом не думаете, он все равно все понимает, ваш Мгм. собеседник. А как не перегружать, например, свой образ? Бывает, что девушки молодые выбирают Мгм. себе одежду не по годам. Мгм. То есть более такую строгую, какую-то темную. И наоборот, бывают женщины, которым, ну, допустим, скажем, за 50, и они выбирают какие-то очень коротенькие юбочки, Да-да-да. какие-то жакетики. Как вот этот баланс поймать? То есть я понимаю, что не всегда человек привязан к возрасту Мгм. морально, но Мгм. все равно должен быть какой-то вот ответственный момент в самом человеке. Вот что я знаю, что мне нужно быть, ну, соответствовать своему Мгм. возрасту, внутреннему, скажем Мгм. так, хотя бы. Вот Мгм. как здесь быть? И хотела еще спросить, делаете ли вы замечания кому-то, когда видите, что совсем все плохо, или наоборот, ну, понятно, когда хорошо, это как-то Мгм. подбадривает, классно, а когда все плохо, делаете ли замечания? Я скажу однозначно точно, я никогда не делаю замечаний, потому что это вообще не мое дело. Человеку так комфортно, меня это улыбает, потому что человек может себе позволить все что угодно. Мгм. Я хожу в зал, где, извините, там дамочки ходят ого-го как, и меня это как бы, ну, как сказать, ну, человек проживает определенные эмоции, человеку кажется, что это нормально, да, и поэтому я как-то смотрю, и я не могу сказать, что меня вызывает это раздражение или я в шоке, да, это как-то, ну, я понимаю, что ему от этого хорошо. То же самое, когда я вообще считаю, что у женщины нет возраста, да, например, но когда уже, ну, как бы ровесница моей мамы там и носит определенные там камни, стразы, я вот думаю, я просто думаю с точки зрения ее эмоций, что она сейчас проживает. Мне Мгм. это интереснее. Замечаний точно нет. Моей маме 55, и я иногда просто могу сказать, что цветокоррекцию немножко поменять, потому что бывает такое, что к лицу не подходит, но подходит вот здесь, да, внизу. И я могу как-то скорректировать, но никогда. И вот как не перегрузить молодые девочки, честно, я не встречала молодых девочек, которые пытаются себя как-то старить, только взрослить, Мгм. да. Но здесь, если, опять же, у нее есть какой-то вопрос, я отвечу, да. А так, как с этим быть? Ну, я думаю, что тут идет что-то от мамы, наверное, да, поэтому у нее такая. У меня ребенку 16 лет, и, конечно же, я восхищаюсь ее стилем. Я думаю, что мы и есть пример. Поэтому, если женщины будут осознавать, что им подходит, как им нравится, как им классно, и наши дети будут по-другому выглядеть, да, не стремиться взрослить себя, и наши мамы будут не стремиться себя молодить. То есть, ну, какое-то такое. Это общее понимание, Мгм. это как то, как проживает. Но меня это умиляет, Мгм. честно скажу. Ну, хотела с вами поговорить еще о магазинах, которые находятся Мгм. у нас в городе. Насколько сегодня можно подобрать себе комфортную одежду, Мгм. насколько по бюджету и вообще как это происходит. Вот, то есть, допустим, я собираюсь на шопинг на выходных. Мгм. С чего мне начать? То есть мне нужен наряд на работу. Вот что я должна Мгм. сделать первым делом? Придумать его себе и потом искать? Или наоборот прийти, ни о чем не думая, и выбрать из того, что есть, что подойдет, что классно сядет? Ну, должны быть какие-то предпочтения, должно быть общее понимание, как вы хотите выглядеть, как вы хотите произвести впечатление. Мгм. В нашем городе есть магазины, я, собственно говоря, здесь одеваюсь, которые предоставляют сразу полноценно, уже как мерчендайзеры хорошо работают, сразу образы. Мгм. Поэтому можно примерить, обязательно нужно примерять. Вот иногда кажется, вообще не мое, а оно обязательно тебе подойдет. Здесь нужно как-то посмотреть, хотя бы два-три магазина обойти, посмотреть. Да. У нас на самом деле есть выбор. То есть я человек, который ходит и смотрит, я всегда рекомендую, где что можно, и вам я тоже порекомендую, да, для меня это приятно. И начать нужно, конечно же, с одежды, потом уже обувь, там, аксессуары, сумка, да, а потом уже украшения. Мгм. Ну, то есть тут надо просто понимать,
как именно хотите выглядеть. Мы недавно с подругой выбирали образ, это было очень классно. Она говорит, я не знаю, что я хочу, просто давай примерим. Мы просто подряд примеряли. Она, вот так я хочу себя ощущать. Говорю, как ты хочешь себя ощущать? Я хочу быть богиней. И все, богиня сложилась. Мгм. Надо просто понимать хитрость, какое впечатление ты хочешь произвести. Но все всегда же хотят произвести хорошее впечатление. Вряд ли Хорошее. кто-то придет и так скажет, нет, Да я кому-то пофиг бывает. бука. Все равно. Кому-то бывает все равно там, мне плевать, что обо мне подумают, да, вот так. Это тоже считывается. Но здесь именно нужно понимать, женщина просто так ничего не делает. Она что-то думает. Поэтому я всегда задаю вопрос, как ты себя хочешь ощущать? Задаю прямой вопрос, получаю прямой ответ. Подруга сказала богиней, она была богиней. Она произвела невероятное впечатление в другом городе, в незнакомом, на мероприятии, где ее никто не знал. Мгм. Она говорит, это Запомнилось, было да, вообще. наверное, всем? Да, хотя мы взяли платье в стиле холодай, но мы его так обыграли, что это был Лос-Анджелес. Мгм. Поэтому здесь нужно по запросу сразу говорить, не стесняться. Некоторые стесняются. Я не знаю, я не знаю. Ну, надо тогда поговорить с самим собой, что ты хочешь. Если ты уже царица, ну, давайте по полной программе. Вот, А на поэтому так. что люди в первую очередь обращают внимание в образе? Вот, то есть очень часто приходишь на свадьбу, смотришь на невесту красиво, все замечательно, здорово, потом приходишь домой и спрашивают, ну что, как вот сходил на свадьбу, как невеста? И ты говоришь, хорошо, а какое платье было? Белое. И, как бы, и вот запоминается только образ весь. Но все равно, когда ты человека видишь, вот что первое должно в глаза броситься? Что должно, на что направлено наше внимание, то и бросается в глаза. То есть, ну, допустим, я прихожу на мероприятие, для меня важно просто, что есть стиль у мероприятия, да, что люди все подходят, что люди хорошо выглядят, одеты. Я не запоминаю, в чем они, да, но я смотрю на общую концепцию мероприятия, на общую концепцию стиля, то есть образа, да, и для меня это кажется супер вау. Для себя я отмечаю такое, да, и то, что вы, например, замечаете только образ, это нормально, потому что вас, может быть, не интересуют детали. Я люблю считывать детали, то есть как это пришло в голову человеку, мне нравится, потому что я люблю так применять, да. А здесь как произвести впечатление, ну, если запоминается образ, вы уже произвели впечатление. То есть так и должно Здесь было важно, быть, да? чтобы, вот, это знаете, как люди покупают на парфюм, человек идет отдельно, парфюм идет отдельно, да, и здесь то же самое. Бывает такое, что покупаешь жакет, как у своей подруги, но он на мне, он идет отдельно, я отдельно. Здесь важно, чтобы это была вот какая-то такая слияние с вами. Всё-таки. Вот это запоминается, состояние запоминается, эмоции. Мы сейчас все начали много путешествовать, наконец-то, после пандемии, после вообще всех этих невыездных историй. И Якутск у нас, мне кажется, очень стильный город. То есть, Да. если едешь в другой город, смотришь на людей, то наши жители нашей столицы, они прям выделяются, на мой взгляд. Вот как вы считаете, так ли это? И чем они выделяются, если да? Наши прекрасные женщины, ну, собственно говоря, как и мужчины, выделяются свободой. Им просто комфортно. Они комфортно путешествуют, стильно путешествуют. У нас, правда, путешествуя по разным странам, я могу отметить, что в Якутске самые стильные женщины. Точно. На мужчин не смотрела, но женщины самые стильные. Женщины свободные, волосы. Вообще как-то не могу обозначить возраст, потому что вот это вот желание проявляться именно у якутских женщин, оно ярко выражено, да. И мне нравится, что наши женщины экспериментируют. Это важно. Ну, то есть нет такого, что old money и все old money. То есть кому-то вообще этот стиль не идет, да, и он не пытается как-то пародировать. И мне нравится, что наши женщины коммуницируют, делятся, взаимодействуют, общаются, знакомятся, наряжаются, одна другой помогает, подсказывает. То есть я всегда так делаю. Если я понимаю, что там я знаю хороший магазин с украшениями, я всегда рекомендую. И мне очень важно, раньше мы конкурировали, да, я купила, все, никто не знает. А сейчас мы как-то все-таки делимся. Ну, потому что Поэтому много всего, мне кажется, есть из чего выбрать. Да. И мы начинаем желать, чтобы женщины рядом с нами выглядели тоже шикарно. Поэтому я могу однозначно точно сказать, проживя какое-то время в Петербурге, за границей, наши якутские женщины самые шикарные женщины, потому что они очень любят себя. Ну вот скажите, вот мы как раз про якутских женщин стильных говорим, кто самая стильная женщина Якутии? Либо давайте сделаем номинацию из 3. Ну, я понимаю, что их много, но может быть кто-то есть, кто действительно вот на кого смотришь и думаешь, классная. Я всегда смотрю на Ирину Дмитриевну Алексееву и думаю, вау, вот это вот мне очень нравится ее стиль, ей он идет, я всегда ей восхищаюсь. Вот я ее почему-то сейчас вспомнила. Вот давайте с вами посоветуемся. Топ-3, да? Давайте топ-3 сделаем. Для меня является большое количество, ну, такое длительное количество времени
одна из самых стильных — это Мария Давыдова. Для меня это просто эталон красоты, стиля, сочетания, отношения к жизни, к себе. Вот она как-то такая для меня безумно стильная и проживающая свою собственную шикарную жизнь. Да? Маша Давыдова. Я безумно люблю стиль нашего дизайнера. Это Дора. Просто я смотрю всегда на нее такими глазами, и то, насколько ей свободно и комфортно, насколько она выделяется из общей массы, и нет стереотипов красоты, да. Если вот так еще брать стильные, да, первое место для меня по стилю, по состоянию занимает, сейчас скажу, есть такая девушка Наталья Максимова. Надеюсь, что когда-нибудь все они узнают. Это просто невероятный стиль, это образ жизни, мама 5 детей, безумная красавица, и она всегда на стиле. Не могу озвучить, кто она, да, но она сразу поймет, потому что она во всех смыслах шикарная. Родив 5 детей, она занимается спортом, ей очень нравится транслировать свою жизнь, и вот для меня это даже пример. Я люблю, когда для меня женщины, например, на самом деле их очень много стильных, молодых девушек, стилистов, там, Света Ноева, да, ну, Даша та же, как бы, да, Бронислава, Люба Платонова, все стильные, ну, по-своему стильные. Поэтому я могу перечислять очень долго, но вот топ-3, которые первые приходят в голову, для меня шикарные в моих глазах, да, это вот эти 3 девушки. На этой приятной ноте мы с вами заканчиваем нашу программу. Я благодарю вас за интересную беседу. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. С вами была Яна Бабаева. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.